20-й выпуск у нас. 21-й. Сказал ты надменно. Очко. Подсказывает режиссерская мне, что отказали ему. Вот же неожиданный-то. Какой поворот сюжета. И? Кто виноват? Где? Где дела? Где ежик? Ежик, где? Голосу изо Илана Мироновича. Господь накажет вас, грешники. Да. В общем, друзья, это в качестве резюме. За батуты не пойдем, Михаил? Нет, не пойдем, да. Приветствую всех, друзья. Вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Я Михаил Саркелей. Я Иван Свяченко. Михаил, привет, мы в Камрате. Привет, Иван, мы в Камрате, рад тебя видеть. Мы немножко в новой атмосфере, обратите внимание, друзья. Немножко решили изменить локацию. Мы по-прежнему в Камрате, просто в том же здании, просто в другом помещении. И решили немножко изменить. Обратите внимание на бутылочки у нас тут сзади. Подсвещенные. Видите? Цветочки, не только бутылочки. Цветочки, бутылочки. Ну бутылочки, и два главных это цветка, декор. да, Иван, это мы. Ну, дерево. Дерево, дуба. Да. Окей, если тебе это нравится, да. В общем, друзья, мы вернулись после небольшого перерыва, двухнедельного, да, и, надеюсь, с новыми силами, с новым зарядом будем для вас комментировать наиболее важные, интересные политические события в нашей стране. Опять же, честно, со здравым смыслом и долей иронии. Мы будем стараться, по крайней мере, это делать. Избирательная кампания, я думаю, даст нам поводы, темы. Да, для иронии. Как минимум для иронии, ну, хорошо, чтобы не плакать. Хорошо, чтобы не плакать. Ну, для того, чтобы не плакать, мы будем Нужно смеяться. Да. Тут согласен, поддерживаю двумя руками. Да. В общем, друзья, по традиции я готов объявить список сегодняшних тем. У нас их немного, 4 темы, но попробуем по каждой теме пройтись достаточно детально, глубоко, иронично, и для того, чтобы, скажем так, разобрать как можно больше аспектов той или иной темы, которая сейчас лежит на поверхности, или которая сейчас фигурирует в молдавской политической повестке. Скрываем гнойники маразма. Абсолютно, да. И тут начнем мы с кандидатов сегодня. 13 инициативных групп еще, 14 инициативных групп всего подали документы. Одну инициативную группу представила в списке, одного кандидата зарегистрировала, осталось еще 13 инициативных групп, которые должны предоставить документы. 12, нет? Нет, всего 14. Всего 14? Да. Окей. Всего 14, да. Значит, вторая тема, ну, тут поговорим о кандидатах, которые были зарегистрированы и так далее. Следующая тема — это Гагаузия Ленд, который открыли в Гагаузии. Поговорим о каруселях и про то, как Шор это место пытается превратить в главное место, где будут проводить все его ивенты социальные, не только социальные. И про то, как Шор не изменяет традиции воровать, и ворует он не только из бюджета и из банковской системы Республики Молдова, но даже идеи и некоторые символы в Гагаузии. Поговорим о коррупции на выборах и куда смотрят. Куда смотрят? Антикоррупционная прокуратура и все остальные наши правоохранительные органы, наша отреформированная юстиция. Да. И вот уже как бы на блюдечке все им предоставили, и что-то им не хватает. Наверное, помещения не хватает, Драгалин, да? Ну да, госпожа Драгалин про это говорит много. Да. В общем, об этом поговорим. И поговорим о попах и Шаймару, да. Вернее, поговорим о заявлении Шаймару. Надо перекреститься. Да, от которого пришлось открещиваться всей партии ПАС. И, конечно же, поговорим о попах, у которых сейчас появилось новое место паломничества в молдавских попах. Это Москва. Москва. Как много в этом звуке. Москва, Шор. Ну, в общем, друзья, вот этот набор тем у нас для вас сегодня. Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, да. И забыл сказать, да, вы смотрите нас в YouTube, на канале Нокта и на канале Nonfiction Свяченко. Подписывайтесь всем срочно. И на канал Нокта и на канал Nonfiction Свяченко. А вы можете смотреть нас в Фейсбуке, а также вы можете слушать нас на Apple Podcast и Spotify подкаст, друзья. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись. Вы слушаете, смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Иван, кандидаты, да, меня вот тут режиссерски поправили. Всего 13 инициативных групп было зарегистрировано. И один кандидат из этих 13 уже зарегистрирован. Осталось еще 12 инициативных групп, которые должны
занести в Центральную избирательную комиссию Республики Молдова. Как ты это говоришь, занести в Центральную избирательную комиссию Республики Молдова. Что занести? Они должны. Наша в смысле, Центральная избирательная принести, комиссия этих заносов, Списки, списки. листы, И подписные подписи. листы и с подписями. Да. Окей. С подписью. Занести. Мимо проходить и занести. Ну, в общем, да. Еще 12. И, значит, как-то робко, нет? Тебе мало кандидатов или что? Не, ну как-то медленно они все это делают. Ну, слушай, собрать 15-25 тысяч подписей довольно сложно. И судя по тому списку кандидатов в кандидаты, далеко не всем это удастся. Я, конечно, понимаю, что можно из головы нарисовать данные бюллетеней, подписи там эти тоже нарисовать, но это же все проверяется. Ну, вот кто-то может сказать, вот смотрите, Майя Санду тоже вроде целый пас на нее работает, она еще, по-моему, не принесла. Она еще не принесла, но помня о рейтинге Майи Санду, несложно себе представить, что 25 тысяч голосов у Майи Санду наберется. Подписи, да? Подписи, да. Да, да. А вот Василий Тарлев, я, вот, честно говоря, очень сильно сомневаюсь. Ну, какой человек в здравом уме, в трезвой памяти и не сбежавший из Костюжан в состоянии отдать свои персональные данные Василию Павловичу? Я даже не говорю о том, что кто-то будет за него голосовать. Ну, кто? Как? Ну, я не знаю, может, остались поклонники и сторонники Василия Павловича, как ты его называешь, которые помнят, каким эффективным менеджером он был. Я недавно смотрел на Ютьюбе, случайно как-то вывалилось Эффективным в кавычках. в ленте, политолог Александр. Я фамилию, по счастью, не запомнил. Ну, какой-то вот есть у нас политолог Александр. Почти отец Александр. И он про Тарлева, там Да. такой панигирик минут на 7, наверное. Политолог Александр говорит, во-первых, годы правления Василия Тарлева — это годы счастья. Опа! Во-вторых, все уже устали от молодых политиков. Нам нужен проверенный конь, вот, который борозды не испортит, глубоко не вспашет, но Тарлев самое лучшее, в самом соку, в самом расцвете лет, в меру упитанный. Прелесть. Но это все фигня. Да. Михаил, вот последний финальный штрих, у меня микрофон уже дергается. Политолог Александр провел параллель Да. между Василием Тарлевым и знаешь кем? Кем? Майя Санду. Нет. Уинстоном Черчиллем, Вау, батюшки! который тоже одно время уходил из власти, Потом а потом вернулся, и как он был эффективен. Понимаешь? Ну вот, наверное, на кого-то подобные пиар-технологии воздействуют. У меня вызывает хохот. Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль, понимаешь, Василий... Вася Тарлев. Ну, не надо зачем-то так. Василий Тарлев и Уинстон Черчилль. Это ж, ну, галантерейщик и кардинал. Это ж вот оно. As is. Ты понимаешь? То есть ты не веришь? Нет, я не верю. Наталья Морари, наша бывшая коллега, например, не приходит в голову, что выкладывать фотографии ее родственников, которые отдают ей за нее подписи. Мама, братьев. Мама, кузенов. братья, там их нужно человек 10. Я не знаю ее родственников, это коллеги наши подсказали. Ну, это довольно странно, правда? И все-таки вряд ли у нее есть 15 тысяч родственников, которые могли бы за нее Может, у подписаться. Платона есть? У Платона боты есть. Но очень сложно ботом подписываться, да? Хотя современные технологии делают такое сложное. Ты не даешь Наталье никакого шанса. Мы видели рейтинги 0,2. Михаил, ну... Кстати, коллеги, вы видите, пожалуйста, на экран последний опрос Watchdog. Если можно, мы поговорим о нем тоже. Да, через пару секунд, коллеги. Вот этот, окей, последний опрос, кстати, который провел Watchdog, опубликовал, я не знаю, там, значит, который показывает рейтинги кандидатов. У Додона 1,9. Ну, там же ж технологически... Да, есть сноска, да, я просто, да, я утрирую, согласен. Додона они не замеряли, но 1,9 или сколько? Неизмерим. Он не замеряем. Неизмерим. Маленький. Рейтинг же. И рейтинг тоже. В общем, Кусочек. Кусочек от былой славы президента Республики Молдова. в общем, Додон, его не замеряли, еще раз повторюсь, да, ну вот столько людей его просто назвали сами по Да, себе, по но это своей вот инициативе. истинные, настоящие поклонники Игоря Додона. Вот 1,9, да? Или... Что-то там такое, да. И с Иваном Чебаном то же самое, с Иваном Чебаном то же самое. Ну вот
Если смотреть, то Майя Санду далеко впереди. Там, почти 35. 35. С Да? копейками, да. Да. Вот коллеги выведут, мы увидим, да, выведут на экран. И за ней следует Александр Стояногл. Ну, к нему, я так понимаю, перекочевал рейтинг социалистов, скорее всего. Ну, они пытаются, чтобы этот рейтинг перекочевал к нему. Пока что не особо перекочевал, потому что там 9,9, по-моему, процента. Ну, избирательная кампания, по сути, еще и не Еще началась, не официально, начала, да. Нет, это для господина Стояногла, который Вот. тоже, я не вижу так далеко. Ну вот, Майя Санду 35,5, Александр Стояногл 9,9, почти 9,9, 10. да, значит, правильно. Рената Усатый 6,8, Ирина Влах 5,8. Не 4,5, 5,8. Слушай, посмотри, да, такими темпами, Такими как Баобаб, темпами, ого. и Баобаб, этот бамбук пробьет асфальт. В 5 сантиметров в сутки. Да. Кто там? Василий Боля 4,4. Вот, пожалуйста. Потом Ион Кику идет 3%. Игорь Дадон 1,9. Это те, которые назвали Игоря Дадона по собственной инициативе. А Василий Тарлев, Василий Павлович твой, 1,8. Молодец. 18 сантиметров. 1,8. Ну, 1,8. Да. Это детали уже. Да. И Илон Шор 1,4. Его, наверное, тоже назвали, скорее всего, не забирали, потому что он Это тоже не имеет истинные права поклонники. Да. Он по очень многим статьям Верно. не имеет права баллотироваться в А президенты. Октавиан Цику, блоку Имприуна, Целый 1,3. блок, 1,3. Ой, Да, это, кстати, 1,3. хороший результат. Настасья 1,2, пожалуйста. Рядышком. Рядышком, да. Наталья Мораль? Нет, где она? Влад Филат там. 0,2 Наталья Мораль. 0,2. Ну, вот, понимаешь, как можно с рейтингом 0,2 собрать 15 тысяч подписей? Ну хорошо, ну что сейчас? То есть, наверняка возможно. Не, ну подожди, давай так. Подписи это одно. Потому что человек может подписаться, ну просто для того, чтобы поощрять плюрализм, демократию политическую. Не клоунаду, Ну, кто что? не балаган политический. Кто что? Ну, слушай, окей, пусть подписываются, опять же, наша демократия. Безусловно. Считают по-честному. Пусть Да. подписываются. Можно за всех сразу. Потом не обязательно они за них будут голосовать. Это тоже. Чаще всего так и бывает. Да. Судя по всем этим выборам, когда в нашей партии 5000 членов, бабах, проголосовало 500. Ну что, Вы растерялись. гражданский компресс. Вспоминаем Валерию Пашу. Да. У нас 11 тысяч человек проголосовало. Тогда, вот 1,5 года назад. Да. Бабах, 300. За 11 подписались. в смысле, Нет, члены. проголосовали. На парламентских выборах за них проголосовало 11 тысяч человек. Да. А на следующих, на местных выборах 300. 300. Понимаешь? По всей стране. Ну вот 300 в Кишиневе, 300 в Бельце. В Бельце, где баллотировался... Да, Марк сам Кишин. председатель. Да. Ну, лидер. 300, понимаешь? Не будем продолжать. Кампуче. Трактористы, да. И кампучи и трактористы. Понимаешь, ну это ж куда делся этот рейтинг? Ну, я не знаю. А было-то это же не только члены партии, это реально проголосовало. Кстати, за они них. отреагировали на предыдущий выпуск. Давай поговорим об этом тоже. Если... И ты понимаешь, меня... если- Смотри, он отреагировал. Давайте мы расскажем, про кого мы говорим, да? Да. Кто это? Кто этот человек? Лидер Мощный гражданской... старик. Отец молдавской коммунист... Не знаю. В общем, идеолог партии коммунистов при... Ну, бывший. Бывший, да, при Воронеже, да? Ну, так его называют, не знаю, такой флер, аура вот этого. Его даже назвали серым кардиналом. Да, партии Но Валерий коммунистов. Паша все-таки развенчал. Насколько я знаю, что они знакомы, по-моему, он учился. Я не знаю вот эти детали из биографии Валерия Паша. В общем, давайте серьезно, да, то есть мы в прошлой передаче, где у нас был Валерий Паша, или Паша, да, по-моему? Паша. Да. Я его спрашивал, он говорит, Паша. Паша, да. Значит, мы шутили по поводу гражданского конгресса. Значит, и там же мы затронули Марка Ткачука, лидера гражданского конгресса или компресса, не знаю, как Валерий Паша предположил. И там же мы затронули Александра Муравского. Да. И вот они отреагировали как-то очень так злобно, обиделись, ну, как бы, я не знаю. Ну, на господина что Муравского обижаться. я, конечно, прочитал. Помню, все-таки его некогда были заслуги экономиста, хорошего экономиста. А сейчас несет непотребство какое-то, ахинею. Каждый день причем. Да, ну регулярно, на регулярной основе. А что касается господина Ткачука, то не получилось, поскольку раньше я его вышвырнул из друзей за неприкрытое хамство, Мгм. недопустимо не то, что от политики по отношению к избирателю, но и вообще чисто по-человечески. Потенциального избирателя. Ну, слушай, я молдавский избиратель, Да. а он молдавский политик. Надеюсь, не его избиратель. Нет, я не его избиратель. Можешь не надеяться, я действительно не его избиратель. Окей. Чисто по-человечески. Да. Вот неприкрытое хамство
я считаю, незаслуженная. Ну да, я помню эту переписку, да. Да. Это комментарий, который он оставил. И комментарии, да, было там несколько нюансов. А сейчас господин Ткачук меня забанил. Да, И я не могу посмотреть, что он там... Ну, ты видел скрин. И чё Скрин там? видел, да. Ты знаешь, да. Скрин я видел. Ну, как-то он так незлобно, как бы, да. Ну да, вспомнили. Ну, читайте Марат Ткачук. Это ваш звездный час, вспомнили. Не Нет, забыли. ну что ты, прям уж так уж. Нет? Ну нет. Не прям так. Окей, ладно. У него день рождения 26 сентября, это близко к моему. И уже это связывает. На следующий день. Да. Надеюсь, такое это связывает. Ну, да, лошади, кони мы. Он 66-го, я 78-го. Окей, гуд. Много общего. Да, большое количество кандидатов. С твоей точки зрения, путают ли это избирателей? Ну, я не знаю, как можно тут что-то... Ну, подожди, вот мы в прошлых выпусках сидели, рассуждали, а вот чего этот пошел, а чего этот пошел? Как бы, да, ну, во-первых, с одной стороны, у тебя, кстати, было очень хорошее интервью, поздравляю с господином Царан. Да, спасибо. Да, где господин Царану отметил, что, ну, как бы, ну, слушай, ну, они же политики. Ну, в частности, про Октавиана Цику был вопрос, да? Они же политики, как бы, да, то есть если политик не участвует в избирательной кампании, то, как бы, он, считай, ну, лишает себя... Это как спортсмен, да? То есть спортсмен должен участвовать в каких-то соревнованиях для того, чтобы себя подтвердить. И самое главное соревнование у любого спортсмена – это Олимпийские игры. Ну вот давай, Михаил, представь, что мы с тобой вдруг тронулись мозгами и поехали на Олимпиаду бегать. Мы? Да, мы с тобой. Ну, может, не спортсмены. А это что, политики? Ну, конечно, политики. Где они политики? Ну, подожди, ну там же разные спортсмены бывают. То есть ты хочешь на Паралимпиаду? Подожди, мы в политику не пошли, мы партию не зарегистрировали. Нет, не собираемся. Люди официально заявили, что они политики, они в политике участвуют. Они в различных блоках, как бы, ну да. Есть разные спортсмены. Есть спортсмены, которые претендуют на золотые медали, есть спортсмены, которые претендуют просто на участие, нет? Я не знаю, какой смысл заниматься спортом, если ты 100% понимаешь, что тебе не светит. Ни победы, ни медали, ни какие-то почетные звания. Ну, ты ж жителей города Калагрива. Ну, ты же в политике. И что? И тебе что, Зачем? отказываться от политического участия? Заниматься делом. Я считаю, нужно заниматься делом тем, в чем ты профессионал. Политика — это тоже профессия. Ей сложно научиться где-то, не учат на политике. Нет. Но если ты понимаешь, что ты не можешь предложить своим избирателям невнятной идеологической платформы, что у тебя избирателей нет, что твои месседжи не считывают люди, и ты делаешь ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой, наверное, это как плохому танцору, надо что-то вот поменять, либо перестать танцевать, либо заниматься другим делом. Каким? Ну, вот то, что получается у плохих танцоров. Каким-то другим. Подожди. Окей, те, кто справа, да, у тебя Знаешь, претензии... почему кошечка лижет яйца? Потому что может, а эти не могут. То есть ты считаешь, что они не должны участвовать? Вот эти, Это кто их по дело, 1-3%? я за демократию, пусть делают, что хотят. Бессмысленное просто занятие. Бессмысленное. Ну хорошо, в чем вред в данном случае? То, что тратится время меня как избирателя на анализ избирательного списка, например. Ну ты же сознательный избиратель с критическим мышлением, ты можешь проанализировать и понять. Я не говорю, что я здесь... от этого просто вот помираю от ужаса, что там 13 фамилий максимум будет. Нет. Я справлюсь с Божьей помощью. Да. Зачем этим заняться? Это то же самое, знаешь, как... У тебя в данном случае претензия к тем, кто справа или тем, кто слева? Тем, что что это слева да- это проплаченные. Проплаченные. В основном либо Россией, либо Шором. А у них какая задача? Сегментировать всех плюс-минус потенциальных избирателей, которые могли бы прийти на выборы, называется «В нашем магазине все сорта говна». Ага. То есть можем купить Любые. и для тебя Хочешь есть, и для в шоколаде, тебя. Да. хочешь с зефиром, хочешь пастила какая-то говняная. За сумасшедших отвечает госпожа Фортуны. Ага. Это вот такие... То есть ее задача вытащить их на выборы. Сумасшедших. Ага. Такие, это вот Майя Лагута. Ага. Только вот из прокуратуры. Понимаешь, Майя Лагута работала в прокуратуре. А Ирина Влах за кого отвечает? А Ирина Влах, он что-то разработала. И обязала Майю Санду подписать это. Да, я не помню, что она там разработала. Ну, сегодня, по-моему, это было, да? Что именно? Не трогать церковь. Ну, про церковь мы еще поговорим. Вот она что разработала. Ну, Да. хорошо умеет разрабатывать Ирина Влах. Вот и занималась бы делом. Разрабатывала бы. Да. Зачем в президенты? Их задача вытащить на выборах все, кого могут вытащить. Да, правильно? хочешь такого, хочешь сякого. Вон Василий Боля у нас. Ну, кто в здравом уме, в трезвой памяти в состоянии проголосовать за Василию Болю? Ну, только секта Ну, вон имени. опросы показывают, что 4-4 за него готовы проголосовать.
Хорошо, но для того, чтобы победить, нужно 50 плюс 1 голос. А 4,4 это не победить, правда? Ну, А значит, 50 значит- или более не наберет никогда. Ну, значит, решают какие-то другие задачи. Вот так, и про эти задачи мы и говорим, что задача не победить, задача помешать. Ну, он работает в обойме какой-то более большой политической силы, у которой стоят какие-то более глобальные задачи. Ну, мы видели эту сцену в Москве. Извините, 3 раза, по-моему, они там собирались. Да. Вот она тебе большая политическая задача, чьи интересы обслуживает господин Боля. Интересы Шора. Давай резюмируем эту часть, да, то есть большое количество кандидатов, да, то есть как бы есть явный фаворит, мы не знаем, выборы закончатся с одного тура или будет 2 тура, там время покажет, но есть оппоненты справа, есть оппоненты слева. Я так понимаю, что у тебя проблема, не то что проблема, претензия тем, кто справа, что они просто оттягивают голоса, которые очень важны сейчас в этой Ну, избирательной я кампании. считаю, да. И более того, очень мало из них, кто говорит про референдум. А референдум — это не голоса Майи Санду. Референдум — это будущее Республики Молдова. Кстати, да, очень мало. Очень мало, правда? Господин Цику что-то заявлял? Ну, господин Цику... Господин Мунтяну что-то заявлял? Кстати, он тоже мне написал претензию. Да, я Тоже забыл. претензию написал? Да, Что да. такое? Он сказал, что фартио бразникать комендат имени. Что... Ну, извините, господин Мунтяну, что делать? В политике мы разбираемся лучше вас, честное слово. И мы же комментируем, на что мы можем поделать. Избиратели. Да. Слово избирателя — закон. Друзьям все, а политикам — закон. Для того, чтобы резюмировать. Те, кто справа, твоя претензия то, что они оттягивают голоса. Да. Те, кто слева, у них конкретная задача, там большое количество сортов для того, чтобы вытащить как можно большее количество избирателей разных мастей, скажем так, да, на избирательные участки. И добиться того, чтобы, скорее всего, выборы были в 2 тура, и потом во втором туре просто дисциплинированно направить эти голоса своих всех избирателей в какое-то конкретное русло. Ну, это слишком далеко идущие планы. Я не знаю, на что они там загадывают. На второй тур они загадывают. Или второй тур им тоже мало чем интересен. Господин Стейногл, например, мне противно, что он 2 года назад совершенно уверенно и четко говорил, что в кульке Игоря Додона были бабки. Но я не могу доказать. И сегодня он Сегодня Игорь Додон представляет господина Стояногла в качестве кандидата единого, неделимого, как Советский Союз, нерушимого. неделимого, И господин Стояногла жмет ему руку. Взяточнику и вору, и коррупционеру, и лжецу. Что такое господин Стояногла? Прокурорский опыт перестал работать? В кульке были не деньги? Нет, он, может, просто не видит проблемы в том, что там были деньги. Я думаю, любой нормальный человек видит в этом проблему. Ну, если бы он видел в этом проблему, то он бы искал возможность доказать, что там были деньги. А он сразу он не сначала... успел. он сказал, не что успел. Он не что успел. Я знаю, что там деньги, а ты иди докажи, что там деньги. Ну, я буду доказывать, или прокуратура будет доказывать? Ну, а прокуратура сказала, что, а мы не можем доказать. Вы... Про прокуратуру мы тоже поговорим. Мы поговорим про прокуратуру. Да. Про качество прокуратуры, да, и при Стояногло, и сейчас. И качество политиков молдавских. Конечно. Да, конечно. Ну, в общем, да, резюмировали, да, в чем претензия, почему такое большое количество кандидатов, поговорили вроде, да, и... На прошлых выборах было 9 или 7? Ну, что-то вроде, ну, в принципе, сейчас 8. не так уж и много. Ну, на башканских выборах тоже одних, по-моему, было 12 кандидатов, да? Боже, да? Один раз было, да. Сейчас тоже было много, штук 8 или 9 было сейчас. Да. Всегда Электоральная много. демократия. Ну, слушай, электоральная демократия. Я помню эту прекрасную политтехнологию на прошлых президентских выборах или на позапрошлых президентских выборах, я уж не помню. Точно Лагута зарегистрировалась, чтобы, значит, избиратель спутал Майю Санду с Майей Лагутой. Невозможно, уважаемые политтехнологи, перепутать Майю Санду с Майей Лагутой. Это был такой политтехнологический трюк, да? Ну, типа вот спойлер, там вот слепые бабушки Майя там, Майя здесь. Да, промахнуться печатью вот так. Да. Не сработало. Не сработало, мягко говоря, не сработало. Посмотрим, сработает ли еще. Ну, все уже, Майя Лагута точно не будет в избирательном бюллетене. Майя Лагута, понятно, да. Вместо нее вон госпожа Фортуна бушует. Окей, друзья. Резюмировали. Не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео. Прервемся на небольшую паузу и увидимся через несколько мгновений. Друзья, мы вернулись. Вы слушаете, смотрите подкаст «Это вам немножко таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Иван, у нас Гагаузленд на очереди. Значит, открыли такие они этот
Обещали карусели, объект. привезли 3 батута. Я не впечатлен. Ну, Сори. Но не совсем Диснейленд. Ну, на самом деле, смотри, тут нужно разобрать этот кейс. Это очень такой интересный кейс с нескольких точек зрения. Во-первых, да, действительно, это, ну, во-первых, не то, что нужно Гагаузии. Меня тоже вот буквально недавно один знакомый спрашивал, там, сидим, общаемся, там, он говорит, а что вы там докопались до этого Гагаузия-ленда? Ну, как бы это же нужно тоже. Я говорю, в смысле нужно? Что нужно? Село Кангас, где нет кладбища, вернее, там кладбище есть, но уже мест нету, да, то есть как бы этому селу нужно найти новое место под кладбище. Я не знаю, во всяком случае, несколько лет назад эта проблема была очень серьезная. А в селе Кангас нет канализации. Это прямо... Все эти вопросы может решить Гагаузленд. Да? Следует твоему логическому ряду. То есть, как бы, пожалуйста, Вот, да? да. Вот вам, да. Хошь хорони, хошь лечи, хошь говно сливай. Все там поместится. Прости, Господи. И, значит, они придумали, что вот Кангазу нужен Гагаузленд. В чистом поле в Окангазе выросло такое. Да. И, значит, но с другой стороны, да, как бы тут есть... понятно, что они Гагаузии больше ничего не дадут. Они сделали... Аэропорт что, не будет аэропорта? Ну, да нет, конечно. Они Ну уже скажут, как-то. у них уже есть нарратив. Ну, слушайте, ну, как бы, тут нам вот это вот еле-еле дали построить. Я так рассчитывал на лоукостеров из Да, из Чедерлунги. Чедерлунги, да? Да. Или из Камрата где-нибудь. Нет, ну из Чедерлунги зачем? Что ты Да. хочешь? Два аэропорта в Гагаузии, чтобы построить. Ну, они могут построить либо в Камрате, либо в Чедерлунге. Хотя ничего они не могут, ничего не строить не будут. Давай как бы, да. Серьезно, да. А вот как бы, да, Гагаузия-ленд, и они, обрати внимание, они возят, тащат туда абсолютно всех. Они сделали это мероприятие, это место главным местом, где они проводят свои ивенты. Политические и неполитические. Допустим, вот этот вот интересный момент с потенциалом, да, она же его говорила, когда она говорила о том, что для того, чтобы показать потенциал нашей Гагаузии, мы провели фестиваль гагаузского ковра «Гагаузский лимнери» в селе Гайдары. Мгм. Вот в этом году они в этом фестивале ковра не были. Мгм. И провели этот, и собираются провести аналогичный фестиваль у себя в Гагаузия-ленд. А, то есть и тут воруют? И тут воруют. О, боже. Уж казалось бы, это культурное мероприятие. Ну да. Ну, то есть, как бы тебе же нужно как-то развивать. Так они это. ферму, они не хотят в этот свой Ну, вот Диснейленд с конифермой перевести? пока еще мы не поняли, что они Там собираются тоже коняшки будут скакать. Ну, наверное, тоже карусели. и подром вокруг. Да, да. И туда даже можно и ваш исполком, наверное, на сцену прямо. Народное собрание там точно прописалось бы. В ковбоях. В лабиринт там вот я видел с высоты птичьего полета. Чтобы потерялись и больше Вот не... туда их, туда. В кусты. Они, кстати, озаботились отчествами в паспорте. Я видел эту прекрасную новость. Да? Вот знаешь, вот, да, слово про котика и яйца. Вот прям точно. Вот подходит. оно. Почему котик лежит яйца? Потому что может. да. Вот я всегда задавался вопросом. Нахера гагаузам отчество? Ну зачем ты не нахера? Ну, господи, ну, Михаил. Ну а ну. как, что, как? Это Тебе ж не- жалко? Это, да подожди, ну это ж не... Вот подожди. А у гагаузов это не... Ну нет, конечно. все понял. Это ж славянское наше. Ну, естественно. IC. Ваше, да. IC. Ваше. не Наше. наше. Ну, Не- наше, да. Не наше тюркское, да. Наше Смотри, еврейское. подожди, да, и еврейское, Украинское, и русское. еврейское здесь, в смысле, да, в Да. этой части света, да. Ну, смотри, вопрос ведь в другом. Что касается гагаузского. Если они действительно выступают за сохранение гагаузского языка, если они действительно гагаузские депутаты гагаузской автономии, то за что они действительно должны бороться, да, то они должны бороться за то, чтобы гагаузские имена и фамилии вписывались в паспорта или в удостоверение личности с использованием диакритических символов гагаузского языка. Я помню эту проблему. Обсуждали разок. Ну, проблема в том, что для них это Они вообще не абсолютно проблема. Не передается. На Да, латинице потому что обычно- есть очень много фамилий, которые транслитерируются на румынский язык, и они коверкаются. Мгм. Да? Да, Ну, это допустим, моя действительно. фамилия должна писаться через капа, Сиркели. Она пишется по-румынски, да, по правилам правописания румынского языка, через ЧХ. Сеять, что ли. А на гагаузском она читается как Сирчхели, то есть она уже искажена. Мгм. То есть я должен был тогда попросить, чтобы мою фамилию вписали с использованием капа. А кроме этого есть еще 4 диакритических символа в гагаузском языке. Там я, там че, да, с этой палочкой внизу и так далее. И никто по этому поводу вообще не заморачивается.
И они зацепились за эти отчества, понимаешь? Знаешь, Михаил, видишь, ты дважды дискриминирован. Почему? У тебя, во-первых, алфавит никак не могут нормально гагаузские внести в наши документы. Во-вторых, отчества нет в бюллетене. Да? Ну, Я считаю, что я дискриминирую только по одному по признаку. одному признаку. Да. Ну ладно. И более того, Сильный человек. смотри, более того, алфавит, ведь гагаузский утвержден на уровне парламента в 92 году. Мгм. То есть алфавит... А почему не могут эти вот наши изготовители бюллетенов это сами сделать? Так вот это же нужно, чтобы люди приходили. И люди требовали. Чтобы было желание. Да. Ага. А желания нет. Слушай, я Желание так понимаю, почему-то есть. технически это ж несложно. Конечно. Ну, потому что есть... Скачать шрифт. Да, гагаузского языка, куча и сограждан с турецкой этнической принадлежностью, которые имеют паспорта с диакритическими символами, Мгм. с правописанием на турецком языке. Мгм. И им выдают молдавские паспорта, молдавские документы, удостоверяющие личность, с этими турецкими диакритическими символами. Те же самые, что и в гагаузском языке, да, по большому счету. Но проблема в том, что они не считают, что это проблема. Они не считают, что они должны выступать за продвижение гагаузского языка, потому что это же часть идентичности. Если люди не понимают, что это часть их идентичности, то этим людям должен объяснить. Ребят, наша идентичность — это не отчество, а наша идентичность — это диакритические символы, чтобы наши фамилии писались правильно. А они почему-то решили... И почему, как ты правильно сказал, почему котик лежит? Ну смотри, вот гагаузские депутаты заботились отчествами. Господин Красносельский запретил слово «Транснистрия». Измена родине там у него какая-то теперь будет. Ну, Почему котик? да, поэтому. Вот Ну, что делать не очень. Возвращаемся к Гагаузленду. Давай. Да. Гагаузленд. Значит, что из Гагауза? Во-первых, карусели откуда-то нагнали со всей страны, они не стационарные. Их взяли в аренду, по моим сведениям. Да. Их не купили. Во-вторых, этот объект не подключен к Premier Energy, к электрической сети Premier Energy. Наша коллега Лилия Бураковская сфотографировала чудную картину. Там, собственно, стройка не закончена. Висит строительный этот щит с Мгм. указанием, Кто строит кто это? строит, да, объект. То есть это, собственно, стройка. Еще. Дети играют на стройке. Да. И стоит 2 генератора по 10 киловатт, да? То есть если они не успели подключить этот объект к электрической сети, то наверняка есть там какие-то проблемы, да? То есть они не могут... Ну, если стройка не закончена, то как может себе наш поставщик электроэнергии подключать к сетям? И вопрос, как можно на этом Бумажки месте надо. проводить мероприятие. Ну, по-хорошему, да. Что делает наша полиция? Вопрос. Куда Да. смотрит? Вопрос. Полиция. Ну, наверное, не только полиция, там много кто проверяющих органов. Да. Могли бы, по крайней мере, приподнять одну бровь и задаться вопросом, а почему, собственно? Ну, прежде всего, это должны заняться местные органы власти, они должны трубить. Потому что на их территории... Ну, на их вообще территории, проходит, да, конечно. И они несут ответственность за это. Но местные органы власти решили, что им важно иметь этот объект у себя на территории Ну, села. красиво сверкает, лампочки горят. И тут на самом деле 2 момента. Да? Первый момент, как они начали возить туда людей. И все мероприятия проводят там, это то, что всех замазать. Да? Смотрите, как вот мы какое мероприятие, какое место для вас сделали. Потом мало людей было, которые будут критиковать этот объект. Да? Было как можно больше людей, которые говорят, смотрите, какой классный объект они построили для нас. Ну, я не заметил там ничего классного, уж извините, может быть, у меня какие-то сверхвысокомерные отношения. Ну, там халява. Господи, да кому нужна эта халява? Теперь мы переходим... Мне не нужно, ну, слушай, на лошадке покататься. Это же совсем для малышей. Теперь мы переходим к следующему вопросу. На деревянной лошадке. Почему это удивляет людей? Ну, послушай, для людей из русской Киселии или из Котовского, который там недалеко, или из Светлого, где таких как бы даже на некоторых улицах, может, даже и лампочек нету, да? Хотя в Гагаузе была реализована программа «Гагаузское село» или там «Освещенное село». Да. Но, понимаешь, это тоже вопрос к примарам. Неужели примары Вот не к могут местным создать... властям, я про что и говорю. Создать у себя на территории села какие-то там объекты, повесить, грубо говоря, пару гирлянд или там сделать какие-то Ну, рекреационные зоны. зоны. Не так сложно это Абсолютно. делается. Кусты деревья посадил, цветочки вырастил, и приятно гулять. Плитку даже можно положить. У нас любят класть плитку. Ну, так они только плиткой и занимаются. Они не понимают, что людям нужно еще создавать досуг, понимаешь? Да, ну, чтобы красота была, Ну, чтобы конечно. тень была. Естественно. Чтобы людям было куда выйти вечером. Кофе попить, мороженое поесть. Да. Совершенно не нужны батуты. Абсолютно. Но опять же, батуты тоже нельзя сказать, что дорого стоят Да. для любой мэрии Да. нашей страны. Абсолютно то же самое было на башканских выборах, когда они по каждому селу ездили с слонами. концертами. Со слонами. Нет, ну, с концертами. Слонов я там не помню, да. Ну, с концертами.
И тогда возникает вопрос, слушай, на деньги Европейского Союза отремонтировали практически все дома культуры. Неужели Примария не может продумать какую-то культурную программу для людей, для того, чтобы люди не испытывали такую жажду в культурных мероприятиях? Ну, хотя бы городские населенные Два пункты. замечания. Ну, во-первых, слово продумать или подумать ты произносишь. Это ж нужно, чтобы... Это ж думать нужно. Думать нужно. Думать нужно. А второе замечание... Таких же для этого выбирают, нет? Ну, смотря кого. Вот в Гагаузии выбрали лидера Гагаузии. Я сомневаюсь, что по этому признаку Ну, поэтому человеческого точно. организма. Поэтому точно. Вряд ли. Второе замечание, Михаил. Возвращаясь к президентским этим нашим выборам. Тамада Шоровский же, ведущий концертов. У нас тоже. Я не запомнил, опять же, как политолога Александра. У этого я не запомнил даже, как его зовут. Ну, как-то не камильфо. Высокомерно скажу. Я человек надменный. Мы это уже поняли, да? 20-й выпуск у нас. 21-й. Сказал ты надменно. Очко. Дальше. Вот я, собственно, все. Второе замечание, что Тамада Шора, ведущий шуровских концертов, пожелал стать президентом Республики Молдова. Я не знаю, на какой стадии там... Либо скорая помощь уже выехала. Кто-то сбежал из Костюжан, второй раз возникает вопрос. То есть ты хочешь сказать, что... Подсказывает режиссерская мне, что отказали ему. Вот же неожиданный-то. Какой поворот сюжета. Его инициативную группу не Не зарегистрировали. зарегистрировали. Ну, Да. наверное, либо ему меньше 40, либо он не знает Василия румынский. Утарлева тоже одинжды или дважды не зарегистрировали инициативную группу, но он опять подал. И, по-моему, в конце зарегистрировали, если не Вот ошибаюсь. второй мощный старик. Уинстон Черчилль. Политолог Александр. Политолог Александр, да. Уинстон. Окей, Гагаузия Ленд. Возвращаемся Да, уже в очередной раз. Всех водят туда, хотят замазать, да, с моей точки зрения. Да. Все мероприятия там свои проводят для того, чтобы как можно больше людей провести через этот Гагаузия Ленд. Ну и второй вопрос к примарам. Неужели нельзя эти самые рекреационные зоны у себя в населенных пунктах сделать для того, чтобы люди не испытывали такую необходимость в том, чтобы ходить и смотреть на этот Гагаузия Ленд, построенный непонятно как, и где наверняка есть опасность, поскольку он не прошел соответствующие проверки и так далее. Из того, что мы видим, это соответствует, скорее всего, тому, что там не были соответствующие, там не все в порядке с документами, с безопасностью и так далее. И Шор этим пользуется, то есть они дают Шору это фору. Шор это понял, и он так дешево пытается купить себе лояльность. Ну, хлеба и зрелищ это еще в Риме там, Да, конечно. знаешь ли, говорили. Ну, то есть, понимаешь, есть некоторые примеры, которые... Мы там построили кучу дорог. Ну, хорошо, правильно, молодцы, вы строите эти дороги. Ну, во-первых, как бы сейчас не будем говорить о качестве этих дорог, но стройте, бог с ним. Но людям же нужны не только дороги, да, людям нужно еще дать каким-то, не знаю, там, чтобы им приятно было куда-то сходить вечером со своими детьми. Неужели так дорого стоит? Это дорого не стоит. Да даже я не иллюстрации пригласить. Знаешь, как дешево стоит? Вон Шор его сует как затычку вам в каждую дыру. Ездит. А что, примары не могут это Не сделать? могут, что ли, примары? Ну, Я не иллюстрации иллюстратор дает джазу и поп-музыку, то есть я хотел сказать. Хочешь и рок он. Все, что хочешь. Рок может. Ну и так далее. Примары. Классицизм. Ну, неужели? Учитесь, называется. Учитесь примары, да. В общем, друзья, это в качестве резюме. За Да. батуты не пойдем, Михаил? Нет, не пойдем, да. Друзья, мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся и продолжим сегодняшний выпуск темой о коррупции на выборах. И вот уже близятся выборы президента, и эти кейсы коррупционные, которые были, скажем так, обнаружены и выявлены полицией еще на местных выборах, на башканских выборах, как-то они, не знаю, что с ними. Не расследованы, недорасследованы, застряли где-то. Что с ними? Очень хочется узнать, друзья. Их там нет. Их там нет, да? Друзья, не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись. Вы слушаете, смотрите подкаст «Этого немножко таскать». Я Михаил Саркили, а это надменный Иван Свячик. Аристократ из города Кишинева. Да. В общем, друзья, не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео. А у нас на очереди тема коррупции на выборах. И это на самом деле не смешно. Совершенно не смешно. И уже который год. Не Уже смешно. который год, да. Значит, вопрос, где приговоры? Господи, да где дела в суде? Ну, окей, с Евгением Гуцул дело в суде уже есть. А Понту?
Извините за вульгаризмы. Да. С Мариной Таубер тоже, по-моему, в суде. А Понту? А Понту. Второй раз, извините Да. за вульгаризмы. Да. И с Илоном Шором уже тоже в судебной палате. И в третий раз вопрос о Понту, да? А что, у него не окончательный приговор? Ну, по-моему, Вот тоже оспаривают. высшая судебная палата же разве вынесла решение? Там было решение первой инстанции, апелляционной палаты. палата. И... Ага. Как у нас странно идет, как причудливо идет реформа системы юстиции. Ну да. Окей, давай поговорим, значит, о нескольких вещах. Вещь номер один. Выборы, сколько они стоят. И для того, чтобы люди понимали, те, кто не понимает, в чем проблема с коррупцией на выборах. Подкуп голосов. Подкуп голосов. Вот мы вот буквально перед тем, как начать передачу, значит, сделали небольшой подсчет. Да, вместе сели и посчитали. Писали калькулятор, подсчеты несложные. Да. И параллельно, значит, получили еще кое-какую информацию. Да? Узнали о том, что, например, во Франции, о чем говорил Нику Попеску, в данном случае мы на него ссылаемся, значит, кандидат на выборах президента может потратить на свои выборы максимум 9 миллионов евро. Во Франции живет 68 миллионов 68 человек. миллионов человек. То есть кандидат на выборах во Франции может потратить 9 миллионов евро на свою избирательную кампанию. Вот в Финляндии, сегодня у меня был эксперт из Финляндии, да, он сказал, что в Финляндии, где 5 миллионов человек проживает, кандидат на выборах президента Финляндии, где проживает 5 миллионов человек, может потратить на свою избирательную кампанию 2 миллиона евро. Это максимум, да, что они могут потратить. Теперь давайте посмотрим, сколько же на самом деле тратят в Гагаузии. Значит, мы исходим из того, что голоса за Евгению Гуцу в 2023 году были куплены, да, то есть как бы есть масса свидетельств по этому поводу, 27 тысяч голосов. Платили по 3 тысячи лей за каждый голос. Причем платили не сразу, платили постепенно, да, ну, в общей сложности там 3 тысячи лей за один голос. 27 тысяч голосов умножаем на 3 тысячи лей. Это 81 миллион лей. Переводим в евро. Переводим в евро, это примерно 11 миллионов евро. Господи, это милое создание стоило кошельку Кремля 11 миллионов евро. 11 миллионов евро. Кремль уже на протяжении 3 месяцев жителям Гагаузии, по их заявлениям, это 40 тысяч человек, перечисляет по 10 тысяч рублей. Через этот самый Промсвязьбанк, да? 3 месяца подряд люди получали эти деньги. Это примерно 1800 лей. Я думаю, какая же жаба душит жителей Приднестровья? Да. Мы тоже посчитали, сколько это, да, то есть как бы это же не просто так эти деньги перечисляются, это подкуп голосов, все как полагается, да. То есть 1800 умножаем на 40 тысяч. Они заявляют, что у них 40 тысяч людей получают эти деньги. Это 72 миллиона лей. Это в месяц. Переводим в евро. Умножаем на 3 месяца. Это 216 миллионов лей. Переводим в евро. И переводим в евро. Нет, извините. Это 11 миллионов евро. Нет, 11 миллионов евро, Это за да. месяц. Нет, это за 3 месяца, извините, да. На выборы Башкана это было 81 миллион лей, это 4 миллиона евро, извините, да. Да. Извините, почет. Да, 4 миллиона евро на выборы Башкана. Смотрите, получается... И 11 миллионов евро, извините, дальше, чтобы резюмировать, чтобы не путать людей, 11 миллионов евро за 3 месяца потратили на Гагаузию. Это мы уже посчитали 15 миллионов евро. Тут, слушай, Франция 130 тысяч избирателей. обзавидуется. Да. 130 тысяч избирателей. Ну, с другой стороны, это говорит о том, что деньги сюда вкачиваются криминальные и колоссальные. И это мы не считаем то, что они платят зарплаты своим сторонникам, они платят свои зарплаты активистам. Ну, газетенки, ты же тоже нужно печатать за деньги. Безусловно, да. Они же не из воздуха появляются, бумага, Кучу фотографии. мероприятий проводят, мы не считаем деньги, которые они тратят за те же самые протесты и так далее. А как ты думаешь, Ионелос тратит дорогой? Сколько Я не берет? знаю. Ну, судя по тому, что они тратят на выборы, это копейки для них, да? То есть... Может, даже 2. Дайте 2. Да. В общем, и это выборы Башкана, да? То есть, представьте себе, были еще местные выборы, где они тоже покупали голоса. И тоже платили деньги активистам, тоже их были тысячи людей. Если Еще будут президентские выборы. И сейчас президентские А выборы. потом с Божьей помощью парламентские. Да. И это только Гагаузия, а еще они работали в Бельцах, да, помнишь, да, то же самое.
В Аргееве они работали, в Тараклее они работали, да, там у них примари избрали примара. Во многих населенных пунктах же у них примары, да. были. Бюджеты хорошие, прям Ну, скажем, солидные. да. И Францию переплюнули. Они, наверное, и Америку переплюнули бы, если вот уж пересчитать на количество жителей. То есть это огромные деньги, да, то есть и на местных уже выборах было же доказано, да, то есть что эти видеокамеры, которые засняли, как они собирают личные данные, как они телефонные переговоры, как они платят деньги, договариваются о суммах, да, это все же доказано. Тут возникает вопрос, чем же занимается наш знаменитый прокурор, который сделал шикарную карьеру в США, госпожа Драголин? Да. Ищет офис. Ищет офис, да? Да. Вот тут котику что-то мешает, как плохому танцору. И возникает вопрос, доколе? И там перепалку вступает ее мама, да, очень часто. Это тоже очень интересный кейс. Вероника Драголин, конечно, не политик, это отдельная ветвь власти, но это публичный человек. Да. И вот ее мама кидается на амбразуру и ограждает доченьку от любых критик. Пытается, по крайней мере, это сделать. Но это довольно странно, потому Вместо того, что... чтобы объяснить доченьке, что как-то иначе себя надо вести. Ну, это их семейные дела. Не, ну, вообще, По как идее, случае, госпожу что Драголин... Общество немножко другие ожидания. Общество совсем другое ждало, и от госпожи Драголин это ее офиса. И 2 года уже она исполняет свой мандат. Я не видел ни одного громкого дела. Ни про Кулька, обыски в ЦИКе Гагаузии, подкуп избирателей. Марина Таубер у нас с уголовными делами. Марина Таубер, пожалуйста, на первый звонок, куда она ходила? Вся шуровская шушура, понимаешь? Вручались цветочки деткам на первый звонок. Дадон у нас, сколько уголовных дел на Дадона заведено? Где они? Да, вопрос где? Не очень эффективно получается у нас глава антикоррупционной прокуратуры, потому что я прекрасно помню рассуждение: мы хотим кусок Академии наук. Нет, не дают. Мы хотим кусок педагогического университета. Нет, не дают. Антикоррупционная прокуратура переезжает в здание бывшей Генеральной прокуратуры на улице Баналеску-Будони. Нет, не переезжает. Тут выясняется, что там сидит национальный орган неподкупности. И Драголин не нравится это, да? Нет, и что-то там по борьбе с отмыванием денег. И у них такое оборудование, которое невозможно вынести. Ага. Я думаю, что ж там за оборудование такое? Его ж как-то занесли туда, в эту генеральную бывшую прокуратуру. У них там какие-то дыбы, пыточные какие-то, стационарные или что? Что значит оборудование? Это компьютер невозможно вынести? Шредер? Мусорку? Что там невозможно вынести из здания? Что за оборудование такое специализированное? Привинчен, наверное. Ну, я же говорю, пыточные. Дают, предлагают госпоже Драголин здание бывшей гостиницы «Заря». Она говорит: вы что, смеетесь? Там 1 вход, нам нужно 2. А что, сложно? Почему-то аптеки справляются с этой проблемой. Хочешь открыть аптеку на 1-м этаже, делаешь архитектурный проект и дверь делаешь. Я думаю, что в здании, собственно, там не может быть 1 вход, правда? Нет, В многоэтажном здании. Ну, в общем, чтобы резюмировать, госпожа Драголин, как-то общество другого ждет. Да, либо... И что доказывать? Все же уже доказано. И мать госпожи Драголин, старшая Драголин, как-то надо понимать, что вы же в Америке живете. Вы же понимаете, что нам без серьезной прокуратуры как-то доченьке надо объяснить, как надо работать. Мне так кажется. Нет? А мне кажется, что нужно вообще ликвидировать эту антикоррупционную прокуратуру. У нас столько ведомств занимается борьбой с коррупцией, а коррупция все процветает и процветает. Объявили борьбу коррупции, коррупция победила, да? Ну, я не знаю, что там победила, не победила. Не хочется думать, что она победила. Мы все-таки строим вменяемое государство. Стараемся, по крайней мере. Очень со скрипом получается. Зачем нам, например, 3-ступенчатая судебная система? Первая инстанция, апелляционная палата и ВСП. Я не знаю. Почему одну нельзя ликвидировать? Ступень. Что изменится от этого? Послушай, это процедурный вопрос. Больше у людей возможности защищать себя в судах. Вопрос в том, что на каком-то этапе должно обеспечиваться справедливое судопроизводство. Пока ни на одном этапе мы это справедливое судопроизводство не видим. И приговоров по каким-то финальных, окончательных, по каким-то громким делам мы тоже не видим. Вот у меня надежда на то, что к нам приезжала европейский прокурор Лаура Кадруца-Кувеши, которая, кажется, пообещала, что у нас откроется представительство Европейской прокуратуры. Может быть, на таком международном уровне что-нибудь сдвинется в наших молдавских правоохранительных органах
в системах прокуратуры. Ну, безусловно, потому что мы начали переговоры с Европейским Союзом, это один из пунктов, да, эффективность судебной системы. И Она это у нас очень- неэффективна, прям скажем. И это очень важно. И когда у тебя уже, в принципе, все доказательства на поверхности, и тебе, по большому счету, доказывать-то особо ничего не надо, и мы не видим никаких этих самых окончательных приговоров, мы даже не видим результата прокурорской деятельности. Прокуроры должны были просто собрать эти доказательства и направить их в суд. В марте было дело по кульку Дадона. Да. В марте прошла информация, что адвокаты потребовали экспертизу этого прекрасного видео. И появилась информация, что эксперты будут анализировать год это видео. Там 15 секунд видео. Интересно. Все возмутились. Ага. Прокуратура сказала, вы что, нет, конечно, мы их будем стимулировать, они очень быстро все закончат. Сентябрь. Да. Ты слышал про результаты экспертизы видео с кульком? Стимулянты не сработали? Не сработало, что-то вот как-то... То есть, видимо, в марте все же. Вот. Через год. Все-таки через год, да. Ну, доживем. 90 тысяч леев эксперты заработают за счет господина Дадона, который оплачивает эту экспертизу прекрасную. Дадон оплачивает экспертизу. Ну да, слава богу, не государство, но, слушайте, лучше бы государство оплатило, но сделало бы ее завтра. Знаешь, есть такой вот ургентный вариант. Хочешь буллетин за сутки? Чуть подороже заплати, и будет тебе буллетин. Без проблем. Да. Да. Может, кому-то приплатить нужно? В общем, Но кому? друзья, в качестве резюме, да, то есть а уже президентские выборы и референдум, скоро парламентские выборы будут, и мы как-то не видим никаких подвижек по очень громким делам. А я еще раз, да, цифры говорят сами за себя. Во Франции кандидат президента может потратить максимум 9 миллионов евро. Они в Гагаузии уже за 3 месяца потратили 11 миллионов евро на подкуп избирателей через эту схему, через Промсвязьбанк. И на выборах Башкана, из того, что мы знаем, да, то есть 27 тысяч голосов, 3000 лей. Мы же знаем схему. Все знают схему, как эти деньги раздавались, как покупались голоса. Это еще 4 миллиона евро. А что говорить, обыски в аэропорту были вот. Да, вот. За один день миллион леев конфисковали. Да. И? Кто? Кто виноват? Где? Где дела? Где ежик? Ежик где? Госпожа Драгалин. Надеюсь, вы Ты сможете. не подмигиваешь, я смотрю. Нет, я просто жду ответа. Окей, друзья, это было в качестве резюме. Либо в отставку, если ответа не будет. Да. Смысл в вашей работе. Это в качестве резюме. Мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся и продолжим наш сегодняшний выпуск последней темой о попах и заявлении господина И Шаймара. балдах. О попе и... Работники его балде. Да. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись. Вы смотрите подкаст «Этого не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Иван, попы и заявление господина Шаймара. Давай сначала с господином Что такое Шаймару. сладкое, вкусное? Что? И попы, и господин Шаймару на подбор. Разберемся, да? Значит, господин Шаймару депутат парламента. Да. От партии ПАС, по-моему. Да? От партии ПАС, но в партии ПАС не состоит. В партии ПАС не состоит. Подписывал Декларацию независимости Республики Да, был Молдова. в первом парламенте, да? Был в первом парламенте. Видимо, считает, что он отец-основатель. Кто? Вашингтон там подписывал Декларацию независимости? Да. Вот Вашингтон. Не только его, там было Там, много. да, их, разумеется, было много, но вот Вашингтон, Томас Джефферсон и так далее. Да? господин Шаймару Вашингтон. Да. Или Томас Джефферсон. Томас Джефферсон. 4 там вот. Да. Как гора Рашмор. Да. Значит, господин Шаймару что-то заикнулся или заявил. Да. Что-то вот скрипануло. Да. Про то, что надо бы запретить молдавскую метрополию. И сразу после выборов это нужно сделать. Да. И я так понимаю, что его вдохновило на это решение Украинской Рады Да. о запрете РПЦ на территории Украины. И вот во время избирательной кампании господин Шаймару выходит с этим дивным, чудным предложением. Молодец, настоящий политик. Вашингтон. Томас Джефферсон. И, значит, и тут резкая реакция самого ПАС и президента Майя Санду, по-моему, да? Которые слегка удивились от того, что их депутат вдруг начал нести такую ахинею. Это ахинея, Михаил, в нашей стране, ахинея? потому что в нашей стране это ахинея Почему? для политика. Потому что либо Ты господин... против запрета РПЦ? Я не буду углубляться в вопросы религии. Нет, я не против запрета РПЦ. Это не... Вопрос не в религии вообще. Да, в политике. Вопрос в организации. И в организации, да. И в культах. Да.
но поскольку я соображающий человек и вижу ситуацию в Республике Молдова, это политическое решение чрезвычайно сложно сделать, не вызвав определенную волну недовольства избирателей. Согласитесь. И поэтому мой вывод: либо господин Шоймару вдруг что-то замкнуло, и он ступил, либо господин Шоймару сознательно работает на господина Дадона, и тогда он предатель. Потому что невозможно эту инициативу рассматривать, кроме как льющую воду на мельницу Дадона. Ну, тут мне Который сразу... возбудился, они все там в своем левом спектре возбудились, и вот Майя Санду уже запретила. И мне это очень сильно напомнило, знаешь, в Гагаузии во времена Формузала очень сильно возбуждался от заявления ГИМП. А вот ГИМП, унионисты. Да, Унионисты это было. И те там что-то заявили. Это, кстати, не знаю, если ты наблюдал в церкви, есть такой обряд там изгнания беса, дьявола. Да? Святым копьем Василия. Да, и там становятся в круг и начинают там издавать руки. И это буквально вот политики, также перекличка у них была, знаешь, как бы здесь там что-то унионисты заявили, здесь в Гагаузии это представили как вот смотрите, что... Они таким образом накачивали друг другу рейтинги. Конечно, конечно. Как ты помнишь, хотя, может быть, и не помнишь, что я такой свихнутый, в Бельцах в 2011 году, по-моему, в 2011 должен был состояться марш унионистов. Угу. И да, помню, это было такое, да. Господин Шелин тогда, Виктор Петрович, возбудился и начал орать, просто вот орать: все, кончено! Если в Бельцах пройдет марш унионистов, страна развалится, прекратит существование, потеряем государственность. Все, полно и навсегда. И что? И вот 2024. Сколько видела Бельца кандидатов? Ну, давай так, почему это... Ну, в Украине совершенно другая ситуация. Тут прям скажи, в Украине идет война. Идет война, да. И в Украине запрет РПЦ, извините, они к этому решению пришли после того, как они создали целую инфраструктуру. У них своя собственная религиозная организация, автокефальная, да, Томас, все как полагается, да. То есть они этого добивались долго. Ну, во-первых, как бы, что альтернатива... Ты не считаешь, что это прям вот идеальное решение? Нет, окей. Государство и религия, они все же должны быть по разные стороны. Окей, вопрос... Ну, это... Я не буду учить Украину, что делать. Не-не-не, мы сейчас тоже придем и тоже поймем, что это вопрос безопасности. Потому что мы же понимаем, на кого работают... Шпионаж открытый, не перекрытый, пропаганда открытая и не прикрытая. Это не только вопрос религии, как мы видим, да? Да. Это вопрос безопасности, это вопрос политики. Теперь Украина приняла осознанное решение. На государственном уровне, еще при Порошенко они добивались этого, Томаса, автокефалии и так далее и тому подобное. И у них они создали Украинскую православную церковь. Правильно? И все священники туда перешли, в Украинскую православную церковь. Не все перешли, но многие перешли. У нас есть как альтернатива Бессарабская митрополия, которая является частью румынской православной. Очень много священников переходит. Да, но не так много. Слушай, вон, посмотри, туры в Москву. Ну, туры в Москву РПЦ. Да. Это Молдавская митрополия. Да. Так. То есть, как бы, Бессарабская митрополия как-то начала резво, что-то, смотри, остановилась. Слушай, ну, если говорить политкорректно, они же не могут друг у друга перекупать попов. Это приход должен созреть для того, чтобы сделать тот или иной выбор, перейти в ту или иную митрополию. Это внутреннее дело паствы и священнослужителя. Ну, это вообще, насколько я понимаю, из того, что я успел изучить, это отдельное независимое решение каждого прихода. Да. Каждый приход может принять решение, в какую совершенно верно. Церковь ему идти. Несколько приходов, по-моему, 50, по-моему, за последние там... Не знаю, не слушал. Или 50 это... Ну, слушай, с патриархом Кириллом довольно сложно церковь, вот во главе церкви, чтобы стоял подобный персонаж. Я даже не буду говорить про КГБ, золотую пыль, наночасы. Ну, давай не будем забывать, сигареты и алкоголь. Русскую православную церковь возродил КГБ в 43-м году. Ну... Под руководством Сталина. Ну, не Сталина, господи, под руководством Сталина. КГБ или церковь под руководством Сталина? Там была встреча 3 митрополитов. В 43-м году, когда Сталин стал заигрывать с церковью опять. И пригласил 4 митрополитов, которые еще тогда были на свободе. И поставил перед ними, задал им вопрос: а как вы относитесь к тому, чтобы восстановить Русскую православную церковь? И им выделили особняк в центре Москвы, да, и назначили ответственного, я забыл, как его имя, да, в КГБ, который возглавлял соответствующий отдел по связям с религией. И под их руководством, его руководством, Русская православная церковь возродилась. Вот таким образом возродилась Русская православная церковь, по большому счету. Ну, просто, что касается... На территории Советского Союза. Патриарха Кирилла,
известна его агентурная кликуха. Не вспомню. Тоже не вспомню. Гундяев у него. Гундяев, это в меру фамилия. Да. Много раз я про это читал. Это прям доказанные факты. Никто особо там не скрывает. То есть это факты. А бог бы с ним, с тем КГБ и с стукачеством. Не, ну подожди, ну что значит бог бы с ним? Ну, слушай, КГБ-то сейчас творит войну. 80... Вот. Я вот туда и клоню. Да. А патриарх Кирилл войну одобряет. Да. Вот, я про это. Что мне его КГБистское прошлое, на кого он там стучал? В могиле там половину уже тех, на кого он там стучал. КГБистское прошлое тебя догоняет. Да, он тебя не пускает, понимаешь. В коня корм пошел. Да, с точки зрения КГБ, да. В общем, о чем мы? С одной стороны, твое мнение заключается в том, что господину Шаймару не стоило бы поднимать эту тему сейчас. Я думаю, ему даже бы не стоило бы в парламент баллотироваться, потому что все же уже пожилой человек. Не ловит политическую фишку. Ты человеку вправе баллотироваться. Я высокомерен, как избиратель, я же тебе говорил. Дураков хватает. Я хочу качественных политиков видеть в парламенте, в правительстве, в местных властях. Окей, господин Шаймару с твоей точки зрения не должен был поднимать эту тему, но с другой стороны есть проблема попов, которые... Он делает плохо проевропейскому вектору и льет мельницу на воду до Дона. Да. Все, чего он добивается. Это один момент, но с другой стороны, это не отменяет того факта, что есть куча... Попы у нас подкачали мало. Брюха есть, мозгов не очень много. И какие же они корыстолюбые. Нет, корыстолюбивые. Да. 200 попов, по-моему, да, полетели в Москву? Полетели. Да, полетели. Под облаками за деньгами. У них новое место паломничества, понимаешь, сейчас. Шор, Москва. Да, карточки мир, ты понимаешь? Страна ведет войну, а им карточки мир. Мироточивые. Да. Мироточивые. Течет. Из карточек мир. И тут ни для кого же не секрет, да, что попы там целую там избирательную кампанию во время, не знаю, там служб воскресных. Ну, проповеди эти. Проповеди, да, воскресные. Там... Голосуй за Илана Мироновича. И каждый местный орган власти, особенно в маленьких селах, считает своим долгом выделить там по 40, по 50, у кого как получается, на там какие-то нужды церкви. На иконочки там, не знаю, что там еще. А вроде как... Колокольчик. Колокольчик на веревочке. Да. Где шнурок? Да. Шнурок для крестика, да. И в Москву летят. И вы прежде оплачивает эти билеты. Я сомневаюсь, что такой десант священнослужителей вдруг так ополоумели и решили, а не прокатиться ли нам с ветерком? И вот у меня возникает вопрос. Сейчас же... Куда смотрит Драголин? Да. Например. Да. СИБ знает, что происходит? Уважаемые наши спецслужбы, служба информации и безопасности. 200 попов — это не иголка в стоге сена. Абсолютно. У вас же должны быть свои осведомители. Учитесь у патриарха Кирилла. Как минимум. Кстати, это может ли это связано с тем, что... может ли это быть связано с тем, что было же решение СИБа о блокировании, изданное для мобильных операторов и интернет-провайдеров, да, блокировать доступ к приложению этого самого Промсвязьбанка. Банка Министерства обороны Российской Федерации, да. Который вдруг так решил облагодетельствовать. Да. И тут попы поехали, как бы, и простых людей проверяют, они, наверное, понадеялись. Они не прячут деньги, наверное, в рясе. Наверное. Там распихивают. У нас с тобой короткие бороды. Ну да, тут можно там понапихать карточек мира. Мироточивых, да. Очень богоугодно. Голосую за Шора. Голосую за Шора, да. Фу. Окей, друзья. В общем... Господь накажет вас, грешники. Да. Вот, кстати, Ирина Ромалийская у меня вчера была в «Цене свободы», и она рассказала эту историю, да, когда она писала, по-моему, про это у себя в социальных сетях, когда она делала свои репортажи в Гагаузии, она у прохожих спрашивала, кто напал на Украину. И люди отказывались отвечать на это. Какой сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Ты посмотри. И спросил одного священника, он отказался отвечать на этот вопрос. И, значит, она говорит, священнослужитель, я не буду отвечать на этот вопрос. Она его спрашивает, вот как же, вот патриарх Кирилл как бы поддерживает войну и так далее. И на что и священник ответил, по-моему, сейчас, не знаю, дословно цитирую или нет, за это он ответит перед Господом Богом. В чем-то, конечно, он прав. Да.
В чем же его духовное наставничество проявляется? Патриарха Кирилла ты имеешь? Гундяева ты имеешь в виду? Или Нет, этого вот священника? вашего священника этого. Если он отказывается Если вот на говорить, такой простой вопрос... отказывается Заповедь от номер этого. 6. 2 слова. Не убей. Не убей. Точка. Алло, читать умеем? Окей, друзья. В общем, это все, что мы хотели прокомментировать для вас сегодня. Надеюсь, это было полезно и интересно. Мне понравился Новый вот сезон это- начался. Да, новый сезон начался. Значит, благодарю тебя, Иван, за этот выпуск. Увидимся еще. Увидимся в Что ж следующей... ты не прощаешься со мной? Нет, конечно. На неделю всего. На недельку, да. Да, на недельку. И с нашими зрителями тоже прощаемся на недельку, друзья. Не забывайте подписываться, делиться этим видео, ставить лайки, подписывайтесь на Nonfiction Свяченко, подписывайтесь на Noctem в YouTube, на нашу страничку в Фейсбуке. И вы можете слушать нас на Apple подкасте и Spotify подкаст. До новых встреч, друзья. До свидания.